Сегодня первая группа так называемых семейных врачей получила дипломы о переподготовке. 8 терапевтов и 1 педиатр выучились на врача общей практики на базе мединститута СГУ. Учебу ВУЗ республики организовал по поручению главы Коми. Это поможет сделать медпомощь более доступной, особенно на селе, где дефицит кадров. Елена Кононова о том, каким населенным пунктам повезло в первую очередь. Здесь нет привычных букетов и бальных платьев, как это часто бывает во время вручения дипломов. Да и главных героев здесь только 9, но от этого события не менее значимые. 8 терапевтов и 1 педиатр, которые уже много лет отдали медицине, вернутся на свои рабочие места уже в качестве врачей общей практики. Теперь они могут заменить некоторых узких специалистов, которых так не хватает, особенно в сельских больницах. И эти врачи, они получают новые знания и новые компетенции в многих смежных областях и могут оказывать медицинскую помощь на месте более квалифицированно. В программе участвовали врачи-терапевты, которые получили специальность врач общей практики, который может оказывать аспекты педиатрической помощи, лор врача, аспекты врача-акушера-гинеколога и многие смежные. Татьяна Фрезе до сих пор лечила только малышей, а теперь она еще и семейный доктор, так называют врачей общей практики. И кроме детей будет принимать еще и взрослых пациентов. Сегодня в больнице поселка Воевож Сосногорского района нет ни одного терапевта. Именно поэтому педиатр решила пройти переподготовку. Было непросто, потому что надо было и учиться, и работать, и в то же время это нам позволило не отрываться от рабочего процесса, помогать нашим подопечным пациентам и получать новые знания. Ярослава Лагетко уже в новом качестве ждут в Аргашорской больнице, где более 20 лет он проработал участковым терапевтом. Но всегда мечтал, как говорит врач, понимать человека полностью, чтобы лечить больше недугов. Теперь это возможно. Настрой. Болезнь, пациент и врач. И пациент, если он выбирает болезнь, то врач против 2 противников он бессилен. Только в союзе пациента и врача вдвоем можно одолеть 3-го. Часть обучения прошла в очном формате, часть дистанционно. Лекции читали как наши педагоги, так и профессура Архангельска и Кирова. А практику отрабатывали в наших республиканских медучреждениях. Главное, что для переподготовки медикам не пришлось выезжать в другие регионы. В университете центр, который реализует медицинские программы, открылся с 2016 года. И мы очень долго пытались реализовать такую программу в таком масштабе, профессиональную переподготовку, 530 академических часов с последующей аккредитацией специалистов. С инициативой возродить Институт врачей общей практики выступил глава Коми. У семейных докторов подготовка гораздо шире, чем у терапевтов, а самое главное, они ближе к людям. Доктора общей практики – это те, у кого с пациентом возможно установление доверительных отношений. Это те, кто подскажет вовремя, как жить, чем питаться, как отдыхать, как правильно работать. Я рада, что у нас эта образовательная программа начала работать в нашем медицинском институте. Значит, у нас будет появляться все больше и больше врачей общей практики. Первый выпуск только начало. Уже сегодня набирается новая группа, которая к учебе приступит этой осенью. И количество слушателей, конечно же, будет увеличено. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган.